Это будет умопомрачительная история о том, почему же меня не пустили в Абхазию из-за фамилии. В конце будет очень важная мораль. Мы с моим молодым человеком захотели поехать в отпуск и выбрали для этого Абхазию. Мы очень много, переживали, он у меня тревожник, поэтому мы все перепроверили, все билеты, все, чтобы все было нормально, чтобы мы на все успели, чтобы все было забронировано, все черепахи перемыты, все птички взяты. Мы успели на поезд, все отлично. Мы уже все в трансфере прошли русскую границу нормально, без происшествий. Ну, с криками, ссорами, с очередями, с вот этим всем, с базовым минимумом. Вот, но без происшествий. Мы подъезжаем уже все в трансфере, абхазскую границу, последний там сейчас просто посмотрят, и мы едем, я уже вижу море, я его не вижу, но я его уже вижу. И почему-то, паспорта водила и моего молодого человека посмотрели и отдали, а мой почему-то не отдают. А я ответственная по не особо важным делам. Я самый неприметный человек вообще. У меня нет доступа к безопасности даже собственного холодильника. Я последняя, кто мог кого бы то ни было вообще заинтересовать. Но он поднимает свои глаза и говорит мне: а вы знаете, что вам нельзя без пропуска проехать? У вас есть пропуск? Я говорю: какой пропуск? Какой пропуск? Я даже пропуск на работу забываю 6 дней в неделю, а рабочие дни 5. И вообще в офис не езжу. Он говорит: вот, с вашей фамилией вам нужен пропуск. Выяснилось, что, казалось бы, прошло уже почти 30 лет, но в Абхазию для того, чтобы въехать с фамилией, оканчивающейся на Швили, либо же подобного происхождения фамилия, нужно получить заранее специальное разрешение от службы безопасности, чтобы тебя могли впустить в эту страну. А про это ни сном, ни духом, ни я, никто из наших родителей, ни даже отель, который нас должен был принимать, они не сталкивались с этой ситуацией, нас не предупредили ни о чем. И мы просто с лицами лиц на границе. Мы чуть-чуть возвращаемся, я иду к одному пограничнику, нас ведут к третьему, к четвертому, я уже у начальника смены, я захожу в этот вагончик, я думаю, меня там сейчас убьют, но меня не убивают. Я захожу, он говорит: ну что, рассказывайте. Я говорю: мне нечего рассказывать, пожалуйста, пустите меня, пожалуйста. А впервые в такой ситуации, как будто бы не хотелось бы, чтобы это было не впервые. Он начинает расспрашивать, типа, вот, там, когда вы ездили в Грузию, родственники из Грузии. Я ему говорю: молодой человечек, я хачапури полгода назад первый раз в жизни попробовала, какая Грузия! Я хинкали не люблю, простите меня, любители хинкали. По итогу состоялось вот это вот обсуждение, я говорю: ну теперь-то вы меня пустите, вы посмотрите, вот я, деревня, глаза честные. Он говорит: нет, мы не можем. Он говорит: вот без пропуска, без вот этого, без подтверждения службы безопасности не можем. Это взять грех на душу. Я говорю: клянусь своим балконом, я вас не терроризировать приехала, я приехала на пальмы, на горы посмотреть. Развернули, сказали, что все никак. Прошло уже где-то 3 часа нашего пребывания на границе, мы вот так вот все на нервах, мы понимаем, что все, никаких шансов не осталось. Мы уже, ищем, где остановиться в Адлере, понимаем, что до Абхазии мы не доберемся, трансфер нам говорят, типа, все, мы вас довезем, все без проблем. И в этот момент ко мне резко подбегает мой молодой человек и говорит: твоя мама сказала, что тебе сейчас должен позвонить крестный. А я не понимаю, чем мой крестный может помочь мне в данной ситуации, потому что если мой крестный вот как-то и может помочь, то это если он тоже через эту границу планирует проезжать на крузаке, и он предложит мне под машиной зацепиться за выхлопную трубу и проехать через границу таким образом. Вот такой вот человек мой крестный. И тут мне звонит не он, а знакомый семьи, чья жена моя крестная. Ну вы понимаете, там, да, вот эта причинно-следственная связь. И он мне говорит: Ален, у меня там есть, оказывается, какие-то там знакомые, туда-сюда, я им передал, может быть, что-то успею, там тоже куда-то передадут, чтобы на тебя вот эти данные подали, и тогда тебя смогут пропустить. Я говорю: пожалуйста, хорошо. Он мне дает номер какого-то человека. Я на какой-то номер какого-то человека скидываю свои личные данные. Вообще, я думаю, меня точно не разводят. Какие 4 цифры на обороте вам еще нужны? По итогу проходит какое-то время, он мне говорит, что все данные должны подать, типа, жди. Я иду к этому пограничнику, начальнику смены. Я к нему подхожу, он в окошке торчит, я говорю: здрасте, тут такая ситуация, там, кажется, как-то получилось что-то вам должны позвонить. Вот, можно я тут с вами постою, подожду? Он говорит: да что, заходи. Я сажусь к нему на диванчик, не знаю, как вести себя в этой ситуации. Вот, он мне говорит: кофе будешь? Я говорю: нет, не надо, я вам тут и так вот мешаю там делами заниматься. Он говорит: кофе будешь? Я говорю: да нет, не надо, спасибо большое, мне очень приятно, но не буду. Он говорит: с сахаром? Я говорю: с сахаром. Приносит этот самый ужасно вкусный кофе в моей жизни, я его так охарактеризовала. Вот, и мы разговариваем. Время идет, а мы уже там, знаю все, что человек любит, все, мы там что-то поговорили, все нормально. Ждем, никакого звонка не происходит, я звоню опять дяде, говорю:
пожалуйста, а кто должен вообще позвонить, чтобы мы понимали, чего мы ждем? Он говорит, я понятия не имею, оно там что-то как-то, куда-то, кого-то это, я сам... Я, короче, дожидаюсь этого момента, ему кто-то звонит по телефону, говорит, все, на вас передали данные, проезжайте. Мораль сей басни послушайте. Когда мой папа вот слушал эту историю, он говорит, вот, наши братья, Абхазы, вот так вот, это дискриминация по национальному признаку. И вот здесь я хочу остановиться. Это действительно дискриминация, действительно по национальному признаку. Но всегда стоит учитывать, что это просто мир, в котором мы живем. Когда я приехала на границу, никто ко мне плохо не относился из-за моей фамилии. Никто не хотел мне лично персонального зла, и никто не считал, что я плохая априори из-за этой фамилии. Просто жизнь сложилась так, что, к сожалению, какие-то народы, вот это все происходит. Это все более масштабное, это все такое политическое и так далее. Но самое главное, что когда сталкиваются просто человек и просто человек, они понимают, что все эти громадные вещи их не так сильно касаются. И как бы плохие люди есть всегда, везде, в любых народах и в любых нациях. Это никак ни с чем не связано. Но абсолютно нормальное стремление всех себя обезопасить. И все это неправильно. И так быть не должно, но это мир, в котором мы живем. И самое главное, опять-таки, что в таких всех ситуациях, когда человек один напротив человека два, никто не делает скидок ни на чьи фамилии на самом деле. Ну, только какие-то есть радикалы неадекватные, но этих людей мы не касаемся. Поэтому мы просто принимаем правила игры в мире, в котором мы живем. И этот мир хороший, в нем очень много хороших людей, вот, которые идут с тобой на контакт, которые с тобой болтают, которые предлагают тебе кофе и понимают твою ситуацию. Поэтому как бы там не были вот эти отношения между странами, которые сейчас происходят просто сюр, все равно всегда найдутся где-то японец, русский, поляк, немец и, короче, украинец и все, как в анекдоте, которые будут сидеть и пиво пить. Вот. И однажды, может быть, это будет в реальной жизни очень даже спокойно. Я на это надеюсь. Спасибо, кто смотрел эти 7 минут. Ребят, зачем?